Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня первый день последнего, во всяком случае, календарного зимнего месяца. В Якутске 19:09, понедельник, значит, вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо, в студии Владимир Сенюшкин. Наш телефон, вы сейчас его видите на своих экранах, 35 33 10. Звоните, пожалуйста, мы рады, как всегда, любому прямому или интерактивному общению с вами. Сегодня у нас в гостях министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия Вера Кузакова. Вера Алексеевна, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Спасибо, что действительно нашли время приехать. Я знаю, о чем я говорю, это правда совершенно. Спасибо. Давайте начнем. Как строительная отрасль, которая, в общем, не сладко пришлось в эпоху нестабильности, пережила 15-й год и с чем она входит в 16-й? Строительная отрасль в 2015 году отработала, действительно, вы, как вы правильно говорите о том, что не совсем стабильно было в экономическом положении. Строительные организации у нас испытывали эту нестабильность, потому что это связано было с финансовыми средствами. Значит, уменьшились ипотечные кредиты. Поэтому, но тем не менее мы справились со всеми задачами. 2015 год мы завершили 100%, ввели жилой фонд, 530 тысяч квадратных метров ввели жилья. Поэтому строительные отрасли у нас отработали финансовое положение стабильно. В 2016 год мы входим, значит, с государственными программами, поэтому планы есть, надежда есть, поэтому не все строительные организации настроены позитивно. Вера Алексеевна, план громадный совершенно, 600 тысяч квадратных метров жилья должно быть введено в эксплуатацию в этом году. Я правильно говорю, да? Совершенно верно. Что из них... Какое количество из этих квадратных метров попадет под программу переселения из ветхого и аварийного? В 2016 году мы должны 600 тысяч квадратных метров ввести. Значит, из них 124 тысячи квадратных метров должно быть ввестись по программе переселения граждан из аварийного ветхого жилищного фонда. А какое количество сограждан наших улучшило жилищные условия в ушедшем 2015 году в результате программы? В результате всех программ 4050 граждан улучшили свои жилищные условия. Что касается переселения граждан из ветхого аварийного жилищного фонда, то улучшили 2029 граждан. Я просто поясню нашим зрителям, что в основном мы сегодня будем говорить именно о программе переселения. Конечно, будут и сопутствующие моменты этому основному вопросу. А вообще какие программы предусмотрены в республике для улучшения жилищных условий? Для улучшения жилищных условий граждан у нас в республике существует 3 программы государственные. Это обеспечение качественным жильем на 12-19 годы, это обеспечение развития образования Республики Саха-Якутия 12-19 годы. И 3-я программа – это развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции на 12-20 годы. Это основные государственные программы, по которым могут граждане улучшить жилищные условия. Как коррелируется сельское хозяйство? Поясните просто, да, с улучшением по программе сельского условий. Хозяйства там, значит, работает Министерство сельского хозяйства. Она предоставляет субсидии гражданам для строительства индивидуальных жилых домов, также и для двухквартирные, трехквартирные жилые дома в рамках субсидий. То есть помощь. Понятно. 30% граждане платят свои средства, 70% за счет субсидий. То есть за счет государственных средств? 70% за счет государственных средств. Хорошо. По программе образования, если уж так продолжить, то здесь реализуется программа «Дети-сирот», которая у нас тоже очень много детишек, которые наступает 18 лет, и необходимо их обеспечить жильем. В этом году по этой программе 422 квартиры сданы по данной программе. По программе обеспечения качественным жильем у нас есть гораздо больше программ. Это сюда же входит наша приоритетная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Это программа обеспечения жильем молодых семей. Это программа индивидуального жилищного строительства. Это подпрограмма уже, да? Это подпрограммы, да. Вера Алексеевна,
Да. Я прошу прощения, мы продолжим сейчас наш разговор. У нас есть звонок. Пожалуйста, представьтесь, из какого вы города, как вас зовут, и задавайте вопрос, пожалуйста, нашей гости. Ой, что-то плохо слышно. Мы вас слышим прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел вот такой вопрос задать. Я живу напротив стадиона, Туймада. Так. Там сейчас две двухэтажки осталось. И нас сносят. И нас сносит ДСК, а делают это через ДЖУ. У нас трехкомнатная квартира, и у нас где-то прописано 10 человек. Не прописано, а мы живем 10 человек. 6 маленьких детей. От 1,5 до 14 лет. Вопрос по... Нам сейчас дают на квартиру на Петра Алексеева 72. Трехкомнатную. В чем И вопрос? получается, мы с коммуналки, у нас дом-то не аварийный. Почему нас не сносят по закону, есть 50-я статья по социальным нормам. Спасибо за вопрос. Спасибо. Что Вы могли бы касается, ответить? да, вопрос очень злободневный. Что касается переселения программ, как раз это не социальные программы, это программа переселения для обеспечения безопасности, хоть это не аварийный дом. Значит, застройщик вам предоставляет соблюдает условия, это квадрат в квадрат и комнатность. То есть у вас трехкомнатная квартира, вам предоставляет 3 комнаты. Соответственно, так же. Да. И вы можете, конечно, улучшить свои условия, если вы вложите свои средства. И здесь можно с застройщиком решить эти вопросы, если вы будете участником. Спасибо. Ну, я надеюсь, ответ прозвучал. Мы продолжим, давайте, наш диалог. Что касается ветхих домов, которые не вошли в программу переселения вот сейчас. Те дома, которые не вошли в программу, которая действует и которая должна завершиться 1 сентября 2017 года. 1 сентября 2017 года программа завершается. Завершается. Значит, что касается других зданий, объектов. Значит, Министерство строительства сегодня формирует реестр аварийных жилых домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Все муниципальные образования должны провести соответствующую работу, то есть признать на межведомственной комиссии, признать аварийные жилые дома и внести в реестр, то есть в информационную систему. Сегодня уже 34 муниципальных образования, районов выполнили эту работу, но хочу сказать, что не все муниципальные поселения активно включились в эту работу. Только 163 муниципальных образования внесли соответствующие изменения. Да, это из 415 муниципальных образований. Поэтому эти сведения вошли. Как будет принято решение о продолжении этой программы, естественно, эти дома будут включены. О пролонгации или о начале новой, может быть, программы, в конце концов? Скорее всего, будет это новая программа. Новая программа. Да, потому что в России у нас рассматривается и есть проект закона о переселении граждан. Там немножко есть другие механизмы в части реализации данной программы. Поэтому это будет совершенно новая программа. Ну хорошо, а что касается темпов, которыми движется республика к 1 сентября 2017 года. Они соблюдаются, они с опозданием, собственно говоря, реализуются. Вот сама программа. Сама программа очень сложная, очень емкая, потому что в этой программе 490 тысяч квадратных метров мы должны расселить и аварийного жилищного фонда. Это в основном строительство, приобретение вторички. Вторичка у нас сегодня рынок не очень хороший, насыщенный, поэтому в основном мы занимаемся строительством. Программа идет с отставаниями. Эта программа и шла с отставаниями 13 этап и 14 этап. Кроме этого, необходимо отметить о том, что у нас не хватает средств на полностью завершение. Вот сейчас про средства еще поговорим. Я даже, вот сам спрашиваю об этих средствах. У нас еще просто, Арина, есть звонок. Будьте добры, представьтесь, из какого вы города и ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, давайте мы продолжим нашу беседу. Может быть, перезвоните нам тогда, пожалуйста. Так вот, что касается нехватки средств, да, сильно не хватает? Всего необходимо 30 миллиардов рублей Да. на реализацию данной программы. Полностью? Да, полностью. Мгм. Вот 490 тысяч Да. квадратных метров, которые мы должны снести. Не хватает средств сегодня 7 миллиардов рублей. Ну, это практически 25%, да? Да, это как раз нам не хватает на 16-й этап и на полностью завершение 17-й год. Не Как из обеспечено. положения выходить? Будем выходить из положения, значит, или мы продлевать, мы сегодня уже перед фондом содействия реформирования ставим вопрос, что финансовые средства мы будем разбрасывать на 17-18 годы, и, естественно, ставим вопрос перед фондом содействия реформирования о выделении нам дополнительных средств. А выделение, я вас процитирую, в этом году Якутия получит дополнительные 1,4 миллиарда рублей из фонда. Это было или будет самое крупное выделение средств по сравнению с другими регионами? Совершенно верно. Фонд содействия реформирования распределял средства 6 миллиардов рублей. Из этих 6 миллиардов 1 миллиард 400 пошло на Республику Саха-Якутия. Это мы получили в декабре месяце 2015 года. И в общей сложности на 2016 год фонд выделяет около 4 миллиардов, получается, Около 4 миллиардов. да? Ну, если говорить о темпах, зрители, может быть, мало интересуют абсолютные цифры в деньгах или в чем-то, да? Мы успеваем реализовать эту программу до 1 сентября 2017 года? Те объемы, которые заложены? Те объемы, которые заложены к 1 сентября 2017 года, мы, конечно, не успеем. Реально это ввести, это середина 2018 года. Ну, хорошо. Давайте. Мы должны понимать ситуацию. Нет, мы должны понимать условия, в которых, собственно, все условия, да. работы ведутся, Да. безусловно. У нас есть звонок, может быть, вы перезвонили нам. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Из какого вы города? И Здравствуйте. Да, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Меня фамилия Кривошапкина в городе Якутском. У меня к вам такой вопрос. Мы живем, проживаем в общежитии, и получается, у нас у половины жильцов документов нету на комнаты. Вот и мы не можем признать свой дом аварийным, потому что мы входили в департамент жилищных отношений, нам сказали, что нужно коллективное заявление, чтобы все жители расписывались под этим заявлением. Как быть нам в этой ситуации? Спасибо за вопрос. Совершенно верно. Если нет документов на жилье, есть у нас такие, конечно, объекты, это и балки какие-то всевозможные, то есть помещения, которые не признаны как жилые помещения. Поэтому здесь существует и определенный порядок, необходимо коллективное обращение, и с администрацией города Якутска вы должны отработать, комиссию создать, и решением комиссии, значит, признать, что это общежитие является жильем, и продолжить оформление всех документов. Но это все, насколько я понимаю, во взаимодействии с администрацией города Да. Якутска. Да, происходит. это вопросы муниципалитета. Муниципалитет, понятно. За 3 года действия программы, да уже даже сколько, за 4 года За действия 4 программы, да. Собственно, много жилья введено в эксплуатацию. Скажите, пожалуйста, все ли это введенное в эксплуатацию жилье соответствует нормам качества? Нормам качества, конечно, хотелось бы желать лучшего. Есть, конечно, у нас вопросы, проблемы по качеству. Это были вопросы по жилому дому в поселке Житай. Это Теплый стан, город Ленск. Есть и в Намском районе объекты, и в Горном Улусе есть объекты, которые требуют дополнительных выполнения ремонтных работ. Сейчас немножко поподробнее об этом расскажем. Надо снова принять звонок. Будьте добры, представьтесь. Из какого вы города и ваш вопрос гости? Здравствуйте. Ваш вопрос министру, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мухаметова Анна Витальевна. Вот у меня сестра и живет на Куршова 21 за центральным домом, вот, где нужные вещи. Вот его когда будут переселять? По снос идет. Спасибо за вопрос, но, наверное, это снова к муниципалитетам, да, к муниципалитету. Ну, не позднее сентября 2017 года, я могу сказать. Когда именно, в какой графике, надо, конечно, обращаться к вам, муниципалитету.
Ну, в администрацию города в данном Да, случае. в администрацию. Потому что по 2015 этапу, по 2016 году еще не законтрактованные объекты. То есть Да, понятно, не определены застройщики, поэтому надо смотреть список. Итак, качество. Качество. Значит, я хочу сказать, что по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в основном строили малоэтажные строительства. Это в основном в районах, населенных пунктах. Значит, эти объекты, проектная документация которых не проходила экспертизу, естественно, не подлежали строительному надзору. И, конечно, застройщики выполняли работы не очень качественно, с отступлениями и так далее. И что породило как раз жалобы граждан. Значит, в некоторых домах холодно, есть жалобы на продуваемость окон, неправильно выполнены чердачные перекрытия и кровельные, текут крыши и так далее. В этой части все жалобы мы рассматриваем, с подрядными организациями отрабатываем, ставим их задачу и контролируем устранение этих нарушений. В частности, в Житае было, вот по Житайскому дому были вопросы технологические, там проблемы. Это все отработали из проектной организации, новые технические решения были предложены, они все исполнены. Значит, что касается в дальнейшем на качество, то с января 2016 года в программе будет участвовать строить будем только по проектам, которые прошли экспертизу. Естественно, объекты, независимо от этажности, будут поднадзорны строительному надзору. Здесь будет более тщательный надзор и контроль. Значит, кроме этого, должна вовлечься в качество и общественные советы. А вот я об этом хотел спросить, и причем процитировать главу из послания. Послание главы Республики Саха-Якутия. В будущем году мы должны построить рекордные... Надо более организованно подходить к механизмам общественного контроля за качеством жилищного строительства, создать систему республиканского рейтинга застройщиков и подрядных организаций на основе общественной оценки их деятельности. Как вы относитесь к общественному контролю за качеством? Общественный контроль качества, конечно, не всегда общественники профессионалы, но тем не менее это очень хорошо, когда они дают сигнал. Да, какой конечно, бы ни был сигнал, конечно. это для того, чтобы обратить на то или иной момент или на те иные работы. Поэтому к общественным советам мы относимся очень хорошо, тем более при Министерстве строительства у нас тоже есть общественный совет, поэтому мы даем своему общественному совету задание в этом году активизировать работу со всеми общественными советами, которые созданы в муниципальных образованиях, поэтому они будут взаимодействовать, работать совместно. Поэтому я думаю, что я хочу вам пожелать, чтобы в общественных советах были в большей степени компетентные люди, конечно. Здесь в данном вопросе мы тоже отрабатываем. Мы собираем сведения. Вера Алексеевна, пора прощаться уже с нашими зрителями. Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях у нас была министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия Вера Алексеевна Кузакова. А наш эфир завершен. Смотрите нас завтра в 19:15. Будет разговор по скайпу с Максимом Шевченко, политологом, тележурналистом. И мы продолжим еще тему строительства и жилища в наших следующих программах. Всего